отметили, кто должен участвовать в комиссии, там 9 человек там в каждом районе, из каких органов, это все есть, но нет бланков пока. Просто бланков? Просто бланков. Их должны как бы набрать, распечатать, их сначала должны вообще создать. То имущество, которое вы украли преступным путем, как бы незаконно его захватили, то это не может быть легализовано. Но с другой стороны, если бы вся система государства работала бы как бы четко в любом государстве, все системы были бы отработаны, действовали бы, как бы законы были разработаны так и процедуры, чтобы люди могли вовремя это регистрировать, получать документы, то необходимости в амнистии бы не было. Добрый день. Мы продолжаем наш цикл «Агар Манзили Шумо». Этот цикл мы пишем совместно с юристами общественной организации «Независимый центр по защите прав человека». Меня зовут Искандар Мирзганиев. 3 выпуска мы будем говорить о легализации имущества. У нас в гостях юрист Независимого центра по защите прав человека Абдурахмон Шарипов. Здравствуйте. Здравствуйте. В Таджикистане 7 июля 2021 года вступил в силу закон об амнистии в связи с легализацией активов и денежных средств граждан. Этот закон позволит избежать ответственности и ввести имущество в законный оборот. И давайте начнем с самого главного. В общем и целом, что данный закон дает гражданам Таджикистана? Если можно, на пальцах, чтобы было понятно. Да, добрый день, уважаемые слушатели. Я хотел бы о законе сказать так, простыми словами, чтобы было доступно и понятно, что закон о легализации – это все то имущество, которое вы создали без регистрации, прохождения каких-то процедур законных, но вы его создали, и оно у вас находится. Оно, считается, не участвует в гражданском обороте. То есть вы его не можете ни продать, ни поменять, ни в наследство оставить, ничего с ним сделать, потому что у вас нет правоустанавливающих документов. А закон о легализации вам в помощь, государство вам прощает все эти ваши нарушения, амнистирует, и вы как бы получаете документ правоустанавливающий, то есть и постановление о легализации, и свидетельство о легализации. И на этом основании вы можете поставить его на учет в МБТИ и получить там свидетельство о регистрации недвижимого имущества. И даже то, что вам подарили. Да. Ага, хорошо. А до какого времени мы сможем легализовать свое имущество? В законе прописано 12 месяцев с начала действия исполнения закона. Вот вы сейчас сказали, что закон принят, да, его приняли, но он еще не вступил в действие из-за некоторых таких административных проволочек. То есть все сделали, и положение есть разработали, и всех участников там нашли, отметили, кто должен участвовать в комиссии, там 9 человек там в каждом районе, из каких органов, это все есть, но нет бланков пока. Просто бланков? Просто бланков. Их должны как бы набрать, распечатать. Их сначала должны вообще создать с защитными там чего-то, с какими-то знаками, там чего-то, чтобы они отличались от того документа, который раньше давали в 2007-2009 году, когда тоже такой же закон о легализации имущества был. Да, в отличие от них, более защищенные, чтобы были документы. То есть сейчас все стало на этапе создания бланка, да, в данный момент. Да, потому что правительство разработало это все так, чтобы те упущения, которые были в том законе при исполнении, чтобы здесь их как бы убрать, и более доступно и прозрачно это все проходило. И когда примерно стартует? Пока неизвестно, обещают, говорят. Мы спрашивали, мы постоянно как бы от организации спрашиваем, потому что к нам люди обращаются. Мы спрашиваем у местных органов государственной власти, что когда начнется, мы говорим, примите хотя бы заявление. Они говорят, нет, если мы примем заявление, то пропустим сроки обращения граждан, то по закону об обращении граждан могут привлечь к ответственности. Чтобы этого не было, мы пока что воздерживаемся от принятия заявлений. Разъясняют они гражданам, что как только начнется работа комиссии, то всем это объявят, и это будет общедоступная информация. А необусловленные сроки с момента старта? Да, с момента, как только поступят эти бланки и начнут регистрировать заявление. И сколько потом по времени? Потом 12 месяцев. 12 год? Да.
отчет с того момента. Да, Не с да, принятия закона, а в законе прямо со старта. написано сначала, как бы, действие закона, как сначала, как только начнет работать комиссия, с этого момента 12 месяцев. Любое ли имущество может быть легализовано? Или есть какие-либо исключения? Ну, то имущество, которое вы украли преступным путем, как бы незаконно его захватили, то это не может быть легализовано. То имущество, которое вы создали законными путями, но не регистрировали его. Например, если денежные средства там, или ценные бумаги, которые вы получили, но вы на них не заполняли декларацию. Да. А недвижимое имущество, если вы не проходили те процедуру регистрации или там разрешительные процедуры для того, чтобы вы создали это недвижимое имущество, такое имущество легализуется. А то имущество, которое, извините, вы нарушили чужие права и захватили это имущество, оно не может быть легализовано. А если там, скажем, предприятие, либо какое-то заброшенное, скажем, мануфактура, ее запустили заново, вложили с деньгами, и вот теперь... Вот такое имущество может быть. Оно считается захвачено, не ущемлены права чьи-то. Кто-то как бы работал, предпринимательство делал, но ввиду своей финансовой несостоятельности, там, или, может, у него там банкротство наступило, он это имущество остается бесхозным. Он его бросает. Статья 260 Гражданского кодекса говорит, что каждый собственник может отказаться от своей собственности. Там прямо написано, он может открыто отказаться, он может как бы своими действиями показать, что он как бы отказывается от этого имущества. Это предусмотрено в Гражданском кодексе. Такое имущество, если оно находится у вас в как бы пользовании, вы его как бы доступными, законными, открытыми методами как бы используете его открыто, не прячетесь, ни от кого нет, оно у вас, и вы им пользуетесь. Но вы его не зарегистрировали на свое имя, оно не ваше еще. Вот такое имущество может быть легализовано. Земля. Вот если ты построил что-то у себя... Земля – это исключительная собственность государства. Да. Мы можем, граждане и другие юридические лица, там, государственные органы, хоть кто, мы можем говорить о праве землепользования. Переход права землепользования в закон и в Гражданский кодекс, и в Земельный кодекс были внесены изменения, дополнения о том, что можно отчуждать право землепользования. Но, однако, опять же, ввиду того, что это до конца не разработанная как бы процедура, то есть не было оценки. Вы знаете, что земли делятся на категории. Там, для сельскохозяйственных нужд, для автодорог, для самых несельскохозяйственных нужд, для жилья. Фонд земли, он делится. И пока по вот этим категориям назначить цену за 1 квадратный метр отчуждения земли, право землепользования. Такой цены еще нет. Как только ее разработают, то потом эта часть закона тоже может быть использована, и право землепользования может быть отчуждено, подарено, поставлено в залог. Но в настоящее время пока что это остается еще исключительная собственность государства. Хорошо. А кто будет нести расходы, связанные с оформлением легализованного имущества? Государство или частное лицо, которое приходит оформлять? Вы получаете как бы имущество и, как говорится, любишь кататься, люби саночки возить. Да. Вы хотите, чтобы у вас было имущество, оно легализовано, то расходы будут, естественно, в соответствии с законом на бремя расходов на лице, которое легализует свое имущество. А есть понимание по суммам? По суммам, это оценки, они прописаны в каждом органе регистрирующем. Там есть суммы открытые, легальные. Это внесение в кадастр, там госпошлина, такие расходы, они есть. Там напечатание бланков, это, естественно, такие обычные расходы. А сумма для всех одинаковая или будет варьироваться от количества, либо от суммы, которую вы решили легализовать? Но это в зависимости от того, что вы легализуете, куда вы его регистрируете, кто его регистрирует. Там в каждом органе есть свои тарифы. То есть, чем больше получится заплатить нужно будет.
Ну, естественно, от стоимости легализуемого имущества и от порядка легализации, от порядка регистрации, от порядка как бы выдачи вот этих документов. Каждый документ, извините, государство несет расходы для того, чтобы напечатать этот бланк, напечатать этот, как бы, вот эти книжки, свидетельства. Это расходы. Государство его как бы покрывает за счет того, кто легализует и получает. Это нормальный порядок. Это платите за то, что вы должны получить. Это и госпошлина называется, и госпошлина называется, расходы за бланки, называется за услуги. Они легально как бы отмечены, это никакого такого, но они не обременительные, они не такие большие. Вступил закон в силу, распечатали бланки, запустились, легализовали имущество. И с какого момента оно считается легализованным? С момента, когда вы получаете на руки документ. А сколько примерно времени будет занимать? В законе прописано, что это до 30 дней. До 30 дней? Да, до 30 дней. До. Могут раньше выдать, может, в зависимости, если там много людей, много документов и объем большой, а люди, которые исполняют, их меньше, естественно, это будет занимать время, поэтому до 30 дней. А кто будет входить в состав комиссии по легализации? В состав комиссии положение отмечено, что кто входит, но это все зависит еще от того, что как распорядится председатель района, потому что создание комиссии – это прерогатива, полномочия передана председателям районов. Они создают комиссии при своих местных органах исполнительной власти. И в эти комиссии входят, естественно, должностные лица, государственные чиновники. То есть те органы государства, которые участвуют в регистрации этого имущества. Просто мы все знаем, как у нас долго принимаются дома, а цикл подкастов о Карван Деле Шимон очень тесно связан с домами. Да? То есть есть дома, которые годами ждут, чтобы собралась комиссия, потому что не может быть то одного человека нет, то другого человека нету. Не будет ли здесь такой проблемы? Нет, 9 человек собрать легче, чем собрать 24 или 36 человек, которые комиссии по госприемке, да, строительства оконченного объекта. Да, там комиссия другая. И там по должности они участвуют в этой комиссии. Их как представитель каждого органа выделяет своего представителя для участия в этой комиссии. А эта комиссия, она отличается от той комиссии. Эта комиссия, она постоянно действующая. Если та комиссия по принятию недвижимого имущества, это как бы госприемку проходит, они не постоянно действующая комиссия, она временно создается. А эта комиссия по легализации имущества, она постоянно действующая в течение года. То есть это назначенные люди будут, которые ответственны за это действие. Да. А можно ли будет обжаловать решение комиссии? Естественно, любое, как бы, если нарушение какое-то идет в процессе, то обязательно каждый гражданин имеет право, согласно Конституции, обжаловать действия должностных лиц, даже действия этой комиссии тоже можно обжаловать. Но обжаловать что? Обжаловать можно отказ в легализации. Комиссия принимает одно решение: или легализует имущество, или отказывает в легализации. И споры об отмене отказа, они решаются в суде. Каждый имеет право обратиться в суд. Только суд как бы разрешает этот спор. И только суд может назначить повторное обращение о легализации. Да, если суд отменит отказ, посчитает, что это необоснованный отказ, то направляет гражданина обратно в эту легализационную комиссию для того, чтобы легализовать имущество. Если гражданин докажет, что подлежит легализации. Кто входит в состав комиссии по легализации активов? Те же самые люди или другая комиссия уже создается? Нет, это другая комиссия. Да, а кто в нее входит? Это при Национальном банке, например, там с банковской системой будут участвовать, Министерство там, финансов, ну, все, кто связаны с этими регистрацией этого имущества, налоговые органы, там, и другие представители других органов, которые, в обороте которых находятся эти денежные средства, активы, и, естественно, эти люди квалифицированы и профессионально. Вот как раз хотел сразу спросить, а какие функции по легализации активов этой комиссии? Что они именно будут проверять? Они будут проверять источник образования этих средств.
этих активов. Все-таки будут, да, проверяться, откуда эти деньги вообще появились? Да, потому что не все имущество может быть. Есть не запрещенный законом. Если не запрещенным законом методами человек собрал эти деньги, не узаконил их, они подлежат легализации. Но если человек открыто, явно, незаконным путем, преступным путем завладел этим имуществом, на которое он абсолютно не имел права, то такое имущество не может быть легализовано. И комиссия, она проверяет то есть обоснованность появления этих средств. Если человек работал, если он копил деньги, так, но он их нигде не учитывал, они нигде не в декларации где-то у него не отмечены, то это считается неучастие этих денег в законном обороте. То есть человек не может открыто использовать эти деньги, потому что с него потом спросят, что, уважаемый, а оплатили ли вы налоги за эти деньги? Но он работал, он как бы заработал эти деньги. Но он их не может легализовать. Они поступили к нему, например, человек исполнил какую-то недоговорную деятельность без договора, ему оплатили за эту деятельность, но эти деньги у него как бы остаются, он их не может показать, потому что они не участвуют в обороте. То есть он должен будет платить за них налоги. Как только он покажет эти деньги, что вот он приобретет там что-нибудь, то вопрос возникнет, откуда у вас такие деньги. Подарили. Подарили, договор дарения покажите. Да. То есть нужен еще договор дарения. Источник образования этих денег, он будет проверяться. Но если вы обратили внимание, в законе указаны статьи и Уголовного кодекса, и Административного кодекса, которые могут подпадать под действие этого акта амнистии. В основном я хочу сказать о недвижимости. Недвижимость предприятий, например, у предпринимателей, она тоже подлежит как бы регистрации, подпадает под действие амнистии. Если предприниматель создал это имущество на территории земли, отведенной для него, для его предпринимательской деятельности, но он его без никакой регистрации, без ничего, просто взял и создал имущество для того, чтобы использовать в своей как бы предпринимательской деятельности. Да. И, естественно, он подпадает под статью амнистии для того, чтобы легализовать это свое имущество и в гражданском обороте участвовал. То есть, условно, на пальцах у меня есть при моем доме, скажем, небольшой участок земли, и я там сделал вагончик-магазин. Я стал предпринимателем. И вот этот момент я уже могу легализовать. Да. Потому что вы это имущество на свои средства как бы создали, но вы не платили определенных расходов, вы не регистрировали его надлежащим образом, и поэтому оно считается у вас не легализованным, незаконно находится у вас. И акт амнистии подразумевает, чтобы дать возможность гражданам и предпринимателям, чтобы они ввели в оборот свои средства и законно, нормально пользовались и как бы исполняли свою предпринимательскую деятельность, а граждане свободно и открыто могли использовать это свое имущество, созданное ими, и для того, чтобы могли его продать, могли его как бы в залог оставить, могли гражданские правовые сделки с ним исполнять могли. А есть ли льготы при легализации для людей с инвалидностью или участникам Великой Отечественной войны? Знаете, закон об амнистии средств и недвижимости – это социальные как бы права граждан защищает. И это есть как бы, поэтому нету льгот. Они все приравнены к этому. Это как бы льгота получается для всех. То есть, получается, сам по себе закон – это уже социальное действие. Да, социальное действие имеет, да. Вы знаете, все граждане одинаковые. В деятельности. Каждый пытается что-то заработать, где-то что-то получить, но не у всех получается это все как бы регистрировать и вовремя надлежащим образом как бы получать какие-то разрешительные документы. Также и у лиц с ограниченными возможностями. Они в свою меру сил и возможностей, они как бы получают что-то, им кто-то дарит, как вы сказали, там, или кто-то ему как бы выделяет это, но он на свое имя не может его ни зарегистрировать, ничего, но так и остается это имущество. Бесхозно.
оно не бесхозно, оно в его пользовании, но оно не зарегистрировано, нет в учетно-регистрационной системе этого имущества, оно не участвует в гражданском обороте. И закон о легализации дает возможность всем, чтобы свое имущество включить в гражданский оборот. Хотел спросить, нужно ли это делать? Вот ваше личное мнение. Знаете, каждый акт амнистии – это добрая воля государства, оно исполняет как бы свое обязательство по защите социальных прав граждан, но с другой стороны, если бы вся система государства работала бы как бы четко в любом государстве, все системы были бы отработаны, действовали бы, как бы законы были разработаны так и процедуры, чтобы люди могли вовремя это регистрировать, получать документы, то необходимости в амнистии бы не было. Это имущество, оно участвовало бы в гражданском обороте. Но получается, какое-то где-то в системе какие-то есть проблемы, что люди не могут вовремя. Например, недвижимость. Если на территории, отведенной для строительства жилья, человек создает недвижимость, строит дом или там другие объекты, то для прохождения процедур регистрации у него не хватает, например, средств, у него не хватает времени. Он как бы не знает, как это делать. То есть открытости в этом нет. И органы регистрирующие, они обязаны проводить мониторинги на местах. Они проводить учет, регистрацию того имущества, которое создается. То есть информация должна быть у них о том, что кто что начинает строить, и они должны это видеть. Но значит, плохо работает, что люди создают недвижимость, спокойно живут, а никто не надзирает над этим, не смотрит. Получается, что человек создал, но не зарегистрировал. Он не знал, как это сделать. А органы ему не посодействовали, не разъяснили, не провели какую-то работу. И поэтому амнистия это тоже отчасти она вынужденная мера. Спасибо вам большое, Абдурахман. Спасибо за беседу, за разъяснение. Спасибо большое.